Капчахбай Нуркулулу в начале февраля этого года вернулся в Кыргызстан из города Хайку, провинция Хайнань. 27-летний студент педагогического университета города Хайку вспоминает тот день, когда преподаватели рассказали им о коронавирусе и посоветовали уехать за пределы Китая. Через некоторое время он и его брат решили вернуться на родину через Казахстан, а затем на машине добраться до родины, до Кыргызстана. Однако на границе Казахстана с Кыргызстаном молодого человека задержали, поместили на карантин с подозрением на коронавирус. Когда на границе мне сказали, что у меня повышенная температура, то мне сразу стало не по себе. Однако я понимал, насколько это важно меня изолировать от общества. Сначала меня отправили на карантин, а затем отвезли в военный госпиталь в селе Бешкунгей. Там я не сдавал никаких анализов, просто постоянно проверяли мою температуру. Через день выписали. Но в течение 2 недель я был под наблюдением. Со мной связывались медицинские работники и узнавали мое состояние. Сейчас все еще продолжаем учебу онлайн. Когда вернемся в Китай, пока неизвестно. На данный момент на границах и аэропортах страны тщательный осмотр производится у прилетевших граждан из Японии, Ирана, Италии, Китая и Кореи. И с 5 марта всех прилетевших из этих стран в обязательном порядке отправляют в места обсервации. На данный момент по республике есть 1088 коек в обсервационных местах, в которых по последним данным насчитывается порядка 300 человек. В интернете распространились фотографии, где находящиеся в обсервации граждане высказали свои недовольства по поводу состояния карантинных центров. Всем не угодишь. Да, мы признаем, что условия не такие, как в других развитых странах. Но мы делаем, что можем. Каждый день меняем белье, даем еду и так далее. Нам ведь главное уберечь наших граждан. Но я могу с уверенностью сказать, что сейчас в Кыргызстане коронавируса нет. Сейчас на обсервацию отправляем всех прилетевших из опасных стран. Многие из них опять недовольны. Говорят, что у них свои планы и не могут находиться там 14 дней. Но таков порядок. Даже если, к примеру, человек прилетел из стран, где коронавируса нет, мы тщательно проверим документы. Если он был в недавнем времени в Китае или подобных опасных странах, то тоже отправляем на обсервацию. В целом правительством было выделено 30 миллионов сомов на профилактические мероприятия по коронавирусу. Как отметили в оперативном штабе, созданном при правительстве, эти средства будут направляться на закуп медикаментов, масок и тому прочее. Сегодняшний день насчет Воронцовки вопрос. Я скажу, что не стоит об открытии изолятора или обсервации. Да, действительно, Минздрав уже за 1,5 месяца уже подготовил оперативные планы на случай выявления или на случай возможного осложнения эпидситуации республики. Да, мы знаем, что мы на что идем, на что мы должны готовиться. Поэтому сегодняшний день, да, сегодняшний день республика, я скажу, что готова к натиску или осложнению коронавирусной инфекции в республике. Отметим, что кыргызские медики ожидают получения от российских и китайских коллег специальных реагентов, позволяющих выявить коронавирус в течение нескольких часов. По последним данным отметим, что число заразившихся новым коронавирусом превысило 113 тысяч человек. Умерло более 4 тысяч. Айда Матбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.